В принципе, она Америку не открою, и понятно, что происходит в стране. И люди, в реальности это нападение совершено из-за того, что у людей есть своя позиция. И эта позиция, она, к сожалению, для нынешних властей, когда есть позиция по защите государственных интересов, представителей власти это начинает как-то смущать, когда люди выступают за государство, за государственные интересы. И та деятельность, которой занимается там тот же Дэвид и та же Лия из Харах Питсонда, она непосредственно связана с интересами государства, которое в принципе не дозащищала власть, хотя это ее самая главная функция, за которую ее, собственно говоря, избирают, к сожалению. И я просто уверен, что следствие, оно так просто где-то заглохнет. Да? И это не первый раз так происходит. И, к сожалению, это уже стало хронически происходить. Но я надеюсь, в конце концов, на общество, которое реагирует на такие вещи. И рано или поздно вот эти события, они получат свою какую-то определенную оценку, законную оценку. А вот разве что на это можно надеяться, в силу того, что у нас же опять мы вступили вот в выборный период. И сейчас действительно такая достаточно сильная активность мы видим со стороны власти, которая понимает, что она крайне непопулярна. И вот это как бы целая россыпь телеграм-каналов анонимных, которые, в общем-то, сеют вражду, ищут врагов народа. Вот они и при этом как бы защищают власть. В общем-то, они создают вот такого рода ситуации. Да, вот нынешнее избиение, нынешнее нападение на двух молодых людей, это вот чей-то заказ. Но было бы хуже, если бы, я этого не исключаю, что дальше уже люди, которые вот под этой пропагандой лжи могут как бы тоже, как бы поверив этому, могут тоже совершать такого рода преступления. И это будет уже как бы на совести самой власти. И я надеюсь на то, что все-таки разум возьмет вверх, и мы, и наше общество, и наши политические силы, они изберут другие, более правовые методы политической борьбы.